Друзья, приветствую вас на своем канале Словения с Хельга Вайт. Перед тем, как мы начнем обсуждать новости уходящей недели, призываю вас подписаться на канал, поставить лайк и поделиться своим ценным мнением в комментариях. Конечно же, я не могу обойти стороной новость о нападении группировки Хамас на территорию Израиля. Во всех славянских новостях эта новость присутствует, все это обсуждают. Я не являюсь специалистом по Ближнему Востоку, но, конечно же, меня поразила эта новость. Мне жалко мирных жителей, которые пострадали в результате этого нападения. Первыми жертвами, как вы знаете, стали люди, которые отдыхали на фестивале на границе с сектором Газа. И, конечно же, эти ужасающие кадры облетели весь мир. Как люди убегали, как в них стреляли, как их убивали, как они прятались в каких-то зарослях. Потом мы видели интервью с выжившими, с родственниками погибших. И, конечно же, все это ужасно. В ответ Израиль решил нанести удары по сектору Газа, предупредив людей, что они должны покинуть северную часть сектора Газа и переместиться на южную часть, ближе к Египту. Но, конечно же, не все мирные жители успели покинуть по тем или иным причинам свои дома. Огромное количество проживает на севере сектора Газа. И не все, конечно же, смогли спастись. И потом в новостях разошлись новости о жертвах со стороны сектора Газа. Тоже погибло невероятное количество мирных жителей, детей. И люди бросились на юг, хотели покинуть город через Египет, но Египет не открыл им путь. И, короче говоря, это все просто ужасает. С одной стороны погибли невинные люди, и с другой стороны тоже гибнут люди, дети. И непонятно, достигли ли вот эти ответные удары по самим боевикам. В славянских новостях рассказывают о жертвах и с одной стороны, и с другой стороны. Говорят о переговорах с Египтом, об открытии границы через Египет, о том, что помощь пришла от ООН и от международной организации здравоохранения, как эту помощь передать, и каким образом и когда все это закончится, остается неясным. Кошмар 53-летнего шотландца. «Помогите, моя машина не останавливается». Я обратила внимание на эту новость, потому что сама являюсь владелицей электромобиля. 53-летний шотландец, возвращаясь с работы, застрял в собственном электромобиле, который он не смог остановить. Он застрял в движущемся автомобиле, и пока он мчался на этом автомобиле, вызывал параллельно полицию. Как он позже сам рассказал, машина потерпела катастрофическую поломку на скорости около 50 км в час. В воскресенье 53-летний Брайан Моррисон возвращался с работы, когда во время вождения заметил, что на его новом электромобиле перестали работать тормоза. Он позвонил в полицию, объяснил, что происходит, и старался объезжать по пути красные светофоры и кольцевые развязки. Ему повезло, что инцидент произошел поздно вечером, когда на дороге не было большого движения. Когда я выехал на круговую развязку, я понял, что что-то не так, и хотел затормозить, но не смог. Описал напряженные моменты в машине шотландец. Затем я услышал громкий визг, как будто тормозные колодки сломались. Но поскольку машина была новая, я подумал, что с ними не может быть проблем. И надеялся, что машина остановится, но этого не произошло. Некоторым людям может показаться, что такая скорость невысока, но когда ты теряешь контроль и полностью заперт внутри, это очень пугает, вспоминает Моррисон. Машина продолжала поддерживать скорость около 50 км в час, и остановить ее было просто нереально. Сначала он позвонил своей партнерше и попросил ее предупредить идущие впереди машины, что он не может остановиться. Правда, непонятно, как бы она могла бы это сделать. Он также позвонил по номеру службы экстренной помощи, и полиция также отправила на место инженеров, которые сначала подумали, что это беспилотный автомобиль. Первый план состоял в том, чтобы выкинуть полицейским ключи от машины в окно, но заглушить двигатель ему все равно не удалось.
Затем они попытались принудительно остановить двигатель, нажав кнопку 3 раза, но это тоже не сработало. Когда я пытался заглушить машину, вся приборная панель загорелась предупреждающими символами. Затем через секунду все исчезло, и загорелся только большой красный символ автомобиля с надписью «Езжай безопасно, немедленно прекрати движение», рассказал он. У полицейских не оставалось другого выбора, кроме того, как стать щитом на пути его автомобиля и тем самым затормозить автомобиль. Но даже после того, как автомобиль уперся в полицейский фургон, двигатель продолжал работать и колеса продолжали вращаться. Этот инцидент сейчас также расследуется страховой компанией, а сам хозяин автомобиля раздумывает, будет ли он когда-нибудь снова водить автомобиль. В Словении обнаружили зомби-наркотик. После опиоидно-фентанилового кризиса, который беспощадно распространяется по Америке, европейские страны также находятся в состоянии тревоги. В Хорватии уже зафиксированы 2 смертельных случая передозировки фентанилом наркотиком, который в 100 раз сильнее морфина и в 50 раз сильнее героина. В Словении фентанил, считающийся серийным убийцем среди наркотиков, обнаружен в 5 случаях. Рынок наркотиков крайне непредсказуем, поэтому мы должны быть готовы к немедленным действиям. Конечно, новости наркотиков не могут меня не волновать, так как у меня подрастает 2 сына, и я бы не хотела, чтобы в Словении распространялись наркотики и продавались наркотики среди молодежи. В одном из предыдущих выпусков я как-то рассказывала, что в Словении и в частности в Любляне планируют начать отстрел нутрий. Нутрии являются символом Любляны. Туристы очень часто их фотографируют на берегу реки Любляницы. Это очень с виду милые, добрые существа, но нутрий стало слишком много, и они стали угрожать другим видам. Люди, зоозащитники, просто неравнодушные граждане собирали подписи в защиту нутрий. Но, к сожалению, эти подписи ни к чему не привели. И уже месяц с тех пор, как в районе Люблянских болот начался крестовый поход против неместных грызунов нутрий с целью истребления или удаления всей популяции из естественной среды. Сообщается, что на данный момент поймано около 50 нутрий. Причем отлов осуществляется в соответствии с профессиональным мнением о наиболее гуманном методе установки капканов с последующим выстрелом животным в голову. Звучит совершенно негуманно. 7 сентября вместе с Охотничьей ассоциацией Словении подготовили обучение охоте, а затем раздали 20 ловушек для животных 7 охотничьим семьям, чтобы они могли начать свою работу. Охотиться смогут только охотники, прошедшие обучение. Охота сейчас ведется в непромысловых районах, то есть районах ближе к городу. Со временем мы должны привлечь дополнительных охотников на животных. Поскольку по закону нутрия отнесена к хищнику, осуществлять ее изъятие из окружающей среды могут только охотники. Нутрий, конечно, нереально жалко, но, к сожалению, государство решило, что вред от них будет еще больше. 2 октября начинается учебный год для студентов. И для многих студентов первые дни учебного года становятся крайне напряженными из-за того, что они не могут найти себе жилье. Катастрофически не хватает мест в общежитиях, и особенно это ощущается в Любляне и на Абале. Есть счастливчики, которым удалось успешно заселиться в квартиры или общежития, но большинство других ищут и ждут мест в общежитиях. Они могут ждать места в общежитиях аж до мая, а в июне уже закончится учебный год. В этом году ситуация еще хуже, поскольку благодаря полученным от министерства средствам студенческие общежития Любляны решили отремонтировать свое самое большое общежитие в местном Логе. Этот ремонт продлится до конца календарного года. В результате этого ремонта 457 студентам пришлось искать новое жилье. Студенческие общежития по-прежнему считаются самым дешевым решением
в решении жилищного вопроса. Но не каждый имеет право на субсидированное общежитие. При рассмотрении заявления учитывается удаленность от места обучения, академические успехи и материальное положение студента. Насколько высоко студент окажется в этом списке приоритетов, также зависит от этих критериев. Тем, кто все еще ждет свою комнату, остается только каждый день ездить в колледж или тем временем снимать комнату у частных лиц. Друзья, и также хочу напомнить вам, что я помогаю вновь прибывшим иммигрантам найти жилье в Любляне. Так что, если у вас есть проблемы с поиском жилья, то можете смело обращаться ко мне в директ Инстаграма. Алиса, какая погода будет завтра в Любляне? Завтра в Любляне температура плюс 15 градусов. На 10 градусов холоднее, чем сегодня. В течение дня ожидается дождь. Ветер слабый 3-5 метров в секунду. Спасибо. Доброе слово и боту приятно. На этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!